Поставлена точка в уникальной реставрационной операции. Полностью восстановлен древний склеп на территории башенного комплекса Меллер, родовое поселение Тайпа-Оздоевых. Всего несколько месяцев назад этот памятник истории XVI века находился на грани полного исчезновения. Но сегодня, благодаря вмешательству фонда Возрождения и личному распоряжению предпринимателя-мецената, президента группы Сафмар Микаила Гуцриева, наследие предков спасено. Решение о спасении склепа было принято мгновенно. Микаил Тумгоев, представитель группы Сафмар, рассказывая, как все начиналось, вспоминает. Поступило обращение от Тайпа-Оздоевых, в частности от Бачаловых, к президенту группы Сафмар Микаилу Гуцриеву с просьбой оказать помощь и спасти склеп, который является одним из самых крупных в горной части Ингушетии. Предки Тайпа-Оздоевых проживали сотни лет назад в этом месте, в этих башнях. Было обращение Оздоевых к президенту группы Сафмар Микаилу Саварбековичу Гуцриеву оказать помощь, провести аварийно-реставрационные работы на склепе. Этот склеп, по моим данным, один из самых крупных склепов в горной части Ингушетии. Микаил Саварбекович дал распоряжение, чтобы мы поехали, посмотрели, так ли это, что нужно, какие виды работы нужно произвести. Мы собрались с нашими сотрудниками, с коллегами, приехали, увидели на самом деле склеп. Он 9 метров высотой, внутри находится 3 этажа. Я позвонил Микаилу Саварбековичу Гуцриеву, доложил о ситуации. Он сказал: немедленно приступайте, начинайте проводить реставрационные работы на данном склепе. То, что увидели на месте специалисты после осмотра, не оставило сомнений в срочности работ. Склеп, простоявший 5 веков, мог быть утрачен навсегда, всего за несколько месяцев. Склеп восстановлен полностью, даже цвет подобрали. Но если бы мы тогда не приступили к этим работам, то есть месяц-два этот склеп разрушился бы, и он свалился бы туда во овраг. То есть от него ничего не осталось бы, вместе с тем, то, что внутри находится, со всеми скелетами, люльками, там стрелы я видел, лук лежат, когда заглядывал туда. То есть от этого ничего не осталось бы. Это наша история, это очень важно для нас. Оценить состояние склепа до аварийно-спасательных работ можно, просто взглянув на кадры, снятые до начала реставрации. Юго-западная часть основания была почти полностью разрушена, кладка вывалилась, а скальная порода осыпалась. Исторический памятник буквально держался на честном слове. Любое землетрясение или обильный снегопад могли стать роковыми. Путь от решения до результата занял 6-7 месяцев. Сначала получение всех разрешений от Министерства культуры и Комитета по охране наследия. Затем поиск подрядчиков, готовых на подвиг. Ведь работы в Меллере – испытания для самых стойких. Привести в надлежащий порядок объект культурного наследия взялся подрядчик Микаил Аушев. В условиях трудной доступности люди на носилках, на тачках таскали камни. Все работы выполнены по проекту. Была отбита скала. Не было нижнего фундамента, пришлось отбить скалу, сделать подпорную стену, чтобы весь склеп опирался на эту стену. И после этого все углы, которые были разрушены, были восстановлены. И как видно сейчас, результат того стоил. Сегодня склеп не просто восстановлен, он обрел новую жизнь. Даже цвет камня для кладки специалисты подобрали в тон историческому. И теперь, глядя на склеп, сложно поверить, что еще недавно объект был сравним с руиной. Благодаря срочному вмешательству президента группы Сафмар Микаила Гуцриева объект культурного наследия спасен. И ему сегодня выражают благодарность и признательность собравшиеся здесь старейшины. Вся эта работа к великому нашему удовлетворению, работа эта проводится по всей горной Ингушетии. И в связи с этим хотелось бы выразить мнение многих наших соотечественников о деятельности Микаила Саварбековича Гуцриева. Взять под работу, под контроль, под финансирование такой объем работы не каждый человек сможет. Это очень большой, мужественный поступок Микаила Сафарбековича.
Старейшины Тейпа, как заведено у ингушей издревле, являлись хранителями памяти, мудрости и самого что ни на есть авторитетного слова. Их непоколебимость, стойкость и любовь к родному краю служили опорой для молодых людей. Они хранители истории, передававшие ее из уст в уста. Так до наших дней дошла история о национальных героях прошлого. Так до наших потомков дойдет имя еще одного сына своего народа. Douglas, Michael Douglas Sagmu markette do atamda gutirwi Mikailo der John Augustle der yam mattualish yi hartoyish doqahegum dokam hantu qostahan halbaqka televizini oz aqalvalı yuhatvalı doqahegum doqalu bu hayata habaqka agan der yasu Die Bob Alamasal. Toriaz Borga, Igetski Gashnach. Bo habitr Makaho, Odin Homot Busans, Mutri Mikael, Sanderias Hall, the North Derias Hall, Mohammed Shell Derias Hall. In Maka, Mostinagabo, Regal Mokbir, Velami, Toridebera, Velorish. Работы были выполнены за счет средств фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии Микаилом Гуцериевым. Задача, поставленная им, выполнена. Склеп в Меллере устоял. И теперь, глядя на его надежные стены, можно с уверенностью сказать, у этого наследия есть будущее. Адам Мережков, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.